Уже второй год в Агу проводятся шамбовские чтения, посвященные памяти общественно-политического деятеля Абхазии, первого руководителя Всемирного Абхазо-Базинского конгресса Тараса Шамба. Открывая встречу, ректор Агу Олег Угварами отметил, что Тарас Шамба оставил огромный след в жизни абхазского народа. А вот начиная с 1961 года он организовывал диаспору, молодежную диаспору Абхазии в Москве. И мы собирались, проводили различные мероприятия. Потом Тарас по должностной линии пошел очень далеко. В самые тяжелые времена он, находясь то в Абхазии на должностях, то в России, в том числе и в высших учебных заведениях, всегда имел твердую, грамотную профессиональную позицию. Яркий ученый, юрист, достигший немалых успехов в государственной и общественной деятельности, Тарас Миронович Шамба внес неоценимый вклад в объединение народов Абаза по всему миру. Он стоял у истоков образования Всемирного Абхазо-Базинского конгресса, Московской абхазской диаспоры. Тарас Шамба окончил высшую партийную школу и Академию общественных наук при ЦК КПСС, защитил кандидатскую диссертацию и докторскую. Участников и гостей научно-практической конференции «Шамбовские чтения» от имени президента Абхазии и правительства поприветствовал министр юстиции Анри Барциц, который выступил с докладом на тему «Национально-правовая система Абхазии и Апсуара». С обретением Республики Абхазии независимости, построением собственного современного независимого демократического государства и формированием новой правовой системы правоотношений, Апсуара продолжает оказывать значительное влияние на, подчеркиваю, правоприменение, внесудебного урегулирования споров и конфликтов. Тем не менее, необходимо отметить, что современная правовая система Абхазии основывается на Конституции, на законах, подзаконных актах, которые соответствуют требованиям юридической техники и международным стандартам правового регулирования. Несмотря на закрепляемый конституционными нормами запрет осуществления правосудия иными органами, кроме как судом, современная правовая система Абхазии характеризуется сочетанием формальных институтов права, таких как основанные на законах административная и судебная системы защиты прав и свобод человека и гражданина, и неформальных механизмов разрешения споров, которые основываются на традиционных нормах Апсуара. Участники научно-практической конференции отмечали, что Тарас Шамба обладал лидерскими качествами и всегда выделялся среди окружающих. Особо ярко проявив свои организаторские и дипломатические способности, он сумел в период Отечественной войны народа Абхазии. Именно в разгар войны была создана Международная ассоциация Абхазо-Базинского народа, ныне Всемирный Абхазо-Базинский конгресс. С созданием конгресса за Тарасом Мироновичем закрепилось неофициальное пожизненное звание президента всех абхазов, ведь работа конгресса направлена на объединение всех народов Абаза. Мне, как журналисту гостелерадиокомпании Абхазии того периода, посчастливилось сопровождать Тараса Мироновича Шамба во многих зарубежных поездках. Вклад Тараса Мироновича Шамба в современную историю Абхазии и укрепление связи абхазского народа с братьями Северного Кавказа и России невозможно оценить. Благодаря его личным контактам с известными московскими и зарубежными политиками наша маленькая страна приобрела очень много надежных друзей. Тарас Шамба внес большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии. Он автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности. Шамба принимал активное участие в разработке современной Конституции Республики Абхазия. Он был человеком широкой души, настоящим патриотом. У Тараса Мироновича, я помню, как сегодня, каждый раз, когда собиралась диаспора 4 марта, он подходил к столу, где сидела молодежь, и каждого спрашивал: как у тебя в университете, на каком ты курсе, какая специальность. Он интересовался не ради красивого словца показать, что вот он проявляет какой-то интерес. Он на самом деле любил и уважал очень студентов. Очень. Я помню, как сегодня, когда я защитил кандидатскую, и мы увиделись через пару дней, он меня спрашивает: как у тебя там с кандидатской? Я говорю: Тарас Иванович, я уже защитился,
все нормально. Он говорит, я сейчас позвоню в ВАК, чтобы тебя там не дергали, они там по национальному признаку могут это сделать. Я говорю, да нет, Тарас Иванович, все в порядке, все хорошо, не переживайте, ни в какую аттестационную комиссию мне ходить не придется. Он, несмотря на это, за то, что я сказал, что все нормально, он ровно месяц переживал до получения мною диплома кандидата наук, он переживал и звонил мне, спрашивал. У него настольной книгой был Страбон. Это удивительно, конечно, но тем не менее Страбон мудрый человек, и Тарас Миронович тоже мудрый человек. Вот. Каким образом мы с ним сблизились? Ведь я же все-таки русский, а не абхаз. Когда шла война, меня это очень сильно затронуло, потому что я, в общем-то, получил после института распределение в Абхазию, то есть я попал не случайно. Вот. И когда после 93-го года вот Абхазия находилась в затруднительнейшем положении, вот, я решил, что я могу своими силами, своими знаниями и, более того, своим терпением и умением помочь Абхазии. Это, конечно, решение непростое, потому что я кандидат биологических наук. Вот какое отношение к правоведению, так скажем, к законодательству я имею, тут нужно еще смотреть. Но, тем не менее, я бросился в бой за Абхазию, и то, что мы сделали с Тарасом Мироновичем за эти годы, это самая главная работа. Абхазия, правовые основы государственности и суверенитета. Эта книга, она использовалась и в Абхазии, и в России, и за рубежом. Она была переиздана в Турции, она переведена на английский язык. Тарас Шамба – лауреат государственной премии имени Дмитрия Гули. За значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд награжден орденом Ардзапша первой степени. Алька Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.